Аслан Георгиевич, приветствую вас в Южной Осетии и, конечно же, хочу выразить огромную благодарность, что вы посетили Южную Осетию именно в канун начала войны в 2008 году. Для народа Республики Южная Осетия это очень трагическая дата, и когда приезжают друзья именно поддержать, именно выразить те слова скорби, которые мы все испытываем, это, конечно, дорого стоит, и за это вам огромное спасибо. Мы будем обсуждать на нашей встрече ряд вопросов, в том числе и взаимоотношений, которые являются вековой давностью отношений между нашими народами. Конечно, затронем то взаимодействие, которое мы планируем, развитие вот этих двусторонних взаимоотношений. Конечно, будем обсуждать и возможности экономического сотрудничества с Абхазией. И все предпосылки, в принципе, для этого есть. И желания, и возможности, и, опять-таки, ссылаясь на ту вековую дружбу, нам, конечно, это сам, как говорят, Бог велел. Еще раз приветствую, огромное спасибо, приветствую всю вашу делегацию. И я думаю, что и встреча наша будет плодотворной, и определенно позитивные моменты, которые у нас есть, мы их будем реализовывать. Спасибо. Спасибо, уважаемый Антон Ильич, за приглашение. Конечно же, повод для приезда, он известен, трагичен, и я не мог в этот день, в годовщину этого события, к вам не приехать. Как вы отметили, нас связывают вековые отношения, вековые братские, дружеские отношения. Во многом мы прошли одинаковый путь, и на этом этапе проходим во многом одинаковый путь, сталкиваемся примерно с одними и теми же проблемами. И вот действовать сообща, координировать свои усилия для достижения справедливых задач и целей, это очень важно, это соответствует интересам народа и Абхазии, и Южной Осетии. Поэтому я сегодня здесь вместе с вами. Пользуясь случаем, хотел бы преподнести подарок вам из древних времен, со времен сарматов, раздела ВДК, произошли походы, военные походы. На школу выкладывали мясо, и каждый человек, который готов был пойти в поход, брал кусок мяса. Спасибо вам большое, что вложили душу и сердце. Спасибо. Пользуясь такой возможностью, поднести вам подарок. Это работа абхазских мастеров, именно абхазских мастеров. Дай Бог, чтобы у вас было огромное количество поводов пользоваться этим предметом по прямому назначению. Будьте здоровы, будьте счастливы. Я думаю, что из этого рода мы всегда будем пить за дружбу наших народов. Хорошо. Спасибо большое. И за совместные успехи, реализованные добрые дела. Особую благодарность я хочу выразить еще раз вам, Аслан Георгиевич. Это первый официальный президент в качестве президента Республики Южная Осетия. Вопросы, которые есть для развития наших взаимоотношений, развития в том числе и экономического плана, развития других сфер образования, спорта. Все эти вопросы, конечно, требуют продолжения реализации этих наших возможностей, планов. Я думаю, что мы дадим серьезный толчок во всех направлениях, и то взаимодействие, которое у нас есть, оно будет увеличиваться, усиливаться, развиваться, выходить на новый уровень. И я думаю, что это будет способствовать более тесным отношениям между нашими народами, более тесному взаимодействию наших соответствующих министерств, ведомств, где мы найдем еще одно подтверждение наших отношений братских и развития этих отношений. Огромное всем спасибо. К сожалению, приезд, Аслан Георгиевич, ваш сюда связан с той трагедией, которая произошла в 2008
1998 году, 8 августа, с 7 на 8 августа, когда ночью, после того, как президент Грузии заявил о том, что никаких боевых действий не будет, уже через некоторое время начался массированный артиллерийский обстрел. Люди ничего не ожидали, не знали, не понимали, что происходит. И те человеческие жертвы, которые понесла Южная Осетия, они, без сомнения, невосполнимы. Невосполнимы. Здесь хочется отметить сегодняшний призыв несколько дней назад некоторых государств о обращении к Российской Федерации об отзыве признания Республики Южная Осетия. Конечно, вот такое отношение к народам, целым народам, о том, чтобы, во-первых, во время этих событий дать добро, морально поддержать на уничтожение наших народов, и после этого еще требовать отмены признания наших государств, это, конечно, я считаю кощунственным. Никакого понимания ни человеческого, ни морального здесь нет абсолютно. Более того, вместо того, чтобы осудить именно военного преступника Михаила Саакашвили и всю эту клику, которая развязала войну, вместо того, чтобы их осудить, осуждаются действия Российской Федерации, которые были направлены на спасение народа, не человека какого-то отдельного, а целого народа. Очень неприятно и вызывает на самом деле, если откровенно, вызывает отвращение такие заявления по судьбе наших народов. Если бы Российская Федерация оглядывалась на реакцию Запада, принудить Грузию к миру или нет, спасти народы Южной Осетии, Абхазии или нет, если бы Россия оглядывалась, то, конечно, бы мы сегодня здесь с вами не сидели, Южной Осетии бы уже давно не было. Но это решение, оно было совершенно правильным, единственным, которое позволило сохранить жизнь народа. Я здесь хочу еще раз выразить высшему руководству Российской Федерации за то решение, которое было принято 13 лет назад по признанию Южной Осетии. Конечно, особую благодарность хочу выразить за те действия, которые позволили сохранить жизнь народу Республики Южной Осетии. Анатолий Ильич, я признателен вам за приглашение. Сегодня дата знаменательная. С одной стороны, она трагическая, с другой стороны, она свидетельствует о характере народа, о героизме народа, о тех событиях, которые произошли 13 лет тому назад. Я сожалею о том, что некоторые государственные деятели, в частности руководители Грузии, не сделали никаких выводов. Но как бы у них там своя дорожная карта, мы пойдем своим правильным путем. Мы за то, чтобы был мир, безусловно, и будем отстаивать свои интересы и мир на наших рубежах вместе с Российской Федерацией. В сентябре 2005 года был подписан договор между Абхазией и Южной Осетией. Кое-что удалось сделать. Были непростые времена, но после признания и России, и Абхазии, и Южной Осетии, конечно, у нас совершенно другие возможности, и нам необходимо этими возможностями в полной мере воспользоваться. Вот, отметил такую небольшую деталь, но, на мой взгляд, интересную. У нас товарооборот, он небольшой, но в этом году он вырос существенным образом за первое полугодие. Надеюсь, что это не какой-то фрагмент, а тенденция устойчивая. Плюс тех вопросов, которые мы с вами обсуждали, мы обязательно должны реализовать. В копилке наших совместных усилий должны быть конкретные дела. Я думаю, что мы так и сделаем. Спасибо за радушный прием. Спасибо за то, что вы всегда по-братски, я не боюсь этого слова, возможно, это не протокольное слово, но я им пользуюсь, расположены к нам. Будьте здоровы, всего самого хорошего.
Анатолий Ильич, вы довольно долго для делегации беседовали за закрытыми дверями. Можете поделиться, какие были встречи, о чем удалось договориться? Ну, мы обсуждали много направлений, делились опытом по финансовой составляющей, по налоговой составляющей, обменивались вот этими вопросами, как это делается в Абхазии, как это делается в Южной Осетии. Обсуждали, насколько та или иная система правильнее, выгоднее, необходимее. Вот, и обсуждали вопросы экономического развития, обсуждали вопросы, допустим, один из вопросов, который мы обсуждали, возможность реанимирования санатории Осетия, который есть в Абхазии. Мы думаем, что было бы неплохо, если бы мы проработали этот вопрос, и была бы возможность, допустим, детям Южной Осетии, да и населению Южной Осетии иметь возможность поехать в Абхазию, именно в санаторий Осетия, для того, чтобы провести каникулы, отпуск и получить такую возможность отдохнуть и, как говорят, поправить здоровье. Вот. Это в стадии проработки, это очень интересное направление, это подчеркивает и Аслан Георгиевич. Без сомнения, было бы неплохо. И вот мы будем прорабатывать этот вопрос для того, чтобы была такая возможность. И много, спектр обсуждения вопросов очень большой, и особо, конечно, обмен опытом по тем направлениям, которые необходимы для жизнедеятельности наших государств и наших структурных подразделений. Обсуждали вопросы проведения совместных мероприятий между нашими структурами, допустим, тот же МЧС. У нас была практика ранее проведения совместных учений. Обсуждали вопрос, может быть, проработать вопрос, сразу же у нас подписано соглашение о военном сотрудничестве, то почему бы не провести определенное учение? Ведь наши соседи проводят учения с Америкой, с другими прибалтийскими государствами, другими государствами, почему бы нам это не сделать? Тем более соглашение у нас есть с Российской Федерацией, почему бы не выйти с этой идеей проведения определенной, допустим, горной подготовки на территории Абхазии или на территории Южной Осетии. Анатолий Ильич достаточно подробно все рассказал. Я бы хотел отметить еще несколько тем, которые мы обсуждали. Это вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших государств, с тем, чтобы скоординировать усилия в плане отражения или нейтрализации возможных угроз. Это и взаимодействие оборонных ведомств, специальных служб. Мир, к сожалению, не стал более гуманным. Мы сталкиваемся с этим, и нам необходимо делиться опытом и информацией. Это очень важно. И на этот вопрос мы обратили внимание. Далее вопросы взаимодействия в сфере экономики, вопросы координации внешней политики. Мы на самом деле во многом испытываем схожие проблемы, и единство подходов – это более вероятный шанс решения связанных с этим вопросом. Два голоса – это всегда лучше, чем один голос. Тем более на внешнеполитическом направлении очень мало что меняется в нашу пользу в последнее время. Работу нужно будет продолжить, и мы намерены в этом ключе действовать вместе. Ну и просто обмен мнениями по текущим вопросам. Аслан Георгиевич, а как абхазская сторона реагирует на регулярные призывы стран Запада и США отозвать к России, отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии? Конечно, реакция исключительно негативная, потому как такого рода призывы не имеют ничего общего к реально сложившейся ситуации. Они направлены не на то, чтобы проблему решить, а на то, чтобы эту проблему
усугубить. Будем проводить свою линию, потому как мы знаем, что за нами правда, и в соответствии с этим будем действовать дальше. У нас есть межгосударственный договор с Южной Осетией. Мы будем действовать в союзе и партнерстве с Российской Федерацией. Конечно, хотелось бы, чтобы новая реальность была признана всеми, тогда было бы проще решать и экономические проблемы. Но, видимо, руководители некоторых государств, руководство Грузии еще не созрело для принятия такого рода решений. Мы подождем. Самое главное, мы понимаем, как нам быть, и мы намерены действовать дальше в этом ключе. С вашего позволения добавлю. Суть в том, что создается впечатление такое, как будто вот эти страны, лидеры, вроде серьезные страны, с серьезным влиянием на процессы, которые происходят в мире. А если так посмотреть, то посмотрите, сколько государств. Сколько государств заявило об этом. А в мире сколько государств? Значит, все-таки мы считаем, по умолчанию большинство стран мира реально понимают реалии, которые происходят, и, естественно, не поддержали. Мы с вами прекрасно понимаем, что это обращение было направлено очень многим государствам для того, чтобы они присоединились к этому обращению. И эти многие страны отказались. Отказались от, в первую очередь, бесчеловечного отношения к нашим народам. Бесчеловечного отношения к тем решениям, которые Россия приняла в 2008 году. То есть они прекрасно понимают, что если бы не Российская Федерация, то бы наши народы очередной раз подверглись геноциду. Конечно, те страны, которые понимают, они не поддержали эту идею. Руслан Жопов, Абхазское телевидение. Анатолий Ильич, как вы могли прокомментировать учения НАТО в Грузии, на ваш взгляд, как они могут повлиять на ситуацию в регионе? Ну, бряцание оружием – это всегда было каким-то козырной картой для Грузии. Мы это видим всю жизнь. Сколько мы живем, как соседи, и Абхазия, и Южная Осетия с Грузией, всегда вот это бряцание оружием, всегда такое отношение к возможности решения каким-то силовым путем не наших проблем, а своих проблем. Но эти проблемы, их отражаются на нас тоже. Поэтому учения, проводят. Что бы там ни было, опять-таки, ссылаясь на те договоренности, которые есть с Российской Федерацией, мы твердо уверены в абсолютной безопасности республики. Я бы хотел акцентировать ваше внимание на теме недавно прошедших учений на Черном море. О чем это говорит? Это говорит о том, что сценарий военного решения вопроса Южной Осетии и Абхазии с политической повестки дня блока НАТО и Грузии не сошел. Это говорит об этом. И мы тоже будем делать соответствующие выводы. Опять-таки, хотелось бы, чтобы все было в мирном русле. Мы настроены таким образом. Но тут выбора не дают. Поэтому мы, в свою очередь, сами готовимся к возможным последствиям такого рода учений. Мы ведем очень серьезную работу по изучению и наращиванию военного потенциала блока НАТО здесь и вооруженных сил Грузии. Никто не сделал правильных выводов. Это все идет вразрез так называемым их устремлениям, которые они провозглашают мир, установление меры доверия. Как-то все это с пушками плохо вяжется и с военными кораблями. Поэтому видим истинное лицо, истинное намерение. Посмотрим, к чему это приведет. Но готовность быть во всеоружии – это единственная мера, которую мы должны будем предпринять. Вроде бы очевидно,
что после войны никогда не бывает так, как было до войны. Война меняет границы. По итогам боевых действий, военных действий некоторые государства могут быть разделены, некоторые государства теряют территорию, возникают новые государственные образования. Так был устроен мир, так было всегда. Но вот наши соседи, их союзники на нашем примере это принять никак не хотят. Ну, посмотрим. Мы готовы развиваться, мы готовы работать с учетом того, что будут проходить военные учения.